Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели. Как всегда, по понедельникам в это время передача «Буква закона». Я ее ведущий адвокат Павел Стаценко. Как всегда, говорим о ваших правах, способах их защиты и обо всем, что с этим связано. Сегодня у меня в гостях Никифоров Алексей Артамонович, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия, главный судебный пристав. Здравствуйте. Добрый вечер, Павел. Алексей Артамонович, расскажите, как закончился 2015 год, с какими итогами, к чему пришли в 2016? 2015 год был для нашего управления годом непростым. Он весь год ознаменован двумя основными моментами. Первое – это оптимизация штатного расписания управления, сокращение с 1 мая 10% государственных и гражданских служащих. При нашей численности мы потеряли 83 штатные единицы. Сегодня у нас порядка 700 человек. Конечно, это не могло не сказаться на работе управления, но мы в первую очередь сократили аппарат. Аппарат был сокращен на 1/3. Пристав-исполнителей, нашу главную ударную силу, мы не трогали. Их сколько было, 180 человек, столько и осталось. Как вы знаете, президентом России подписан очередной указ о сокращении. Нас коснется он в небольшой степени, но тем не менее, какое-то сокращение в этом году также произойдет. И второй момент – это повышение нагрузки по именно исполнению судебных актов и актов уполномоченных органов. Ежегодно нагрузка растет. В 2015 году она увеличилась резко на 25 с небольшим процентов, то есть на четверть. Это существенно. Да, это очень много. Существенно. Это, конечно, сказывается. Служба вынуждена, при таких условиях служба вынуждена принимать меры по интенсификации работы, внедрению новых методов работы, для того, чтобы нагрузку увеличивать, но, тем не менее, мы не можем оканчивать меньше и взыскивать суммы меньше. Увеличивать численность никто не собирается, естественно, в современных условиях. Поэтому вводятся новые методы работы, мы больше требуем. И слава богу, хоть в этом году у нас в процентном соотношении сократилась доля фактического исполнения, тем не менее, при увеличении нагрузки мы окончили в целом и прекратили 288 тысяч исполнительных производств по всем возможным основаниям на 13 миллиардов, из которых фактическим исполнением, то есть когда реально или была сумма взыскана, или когда неимущественное производство окончено, реальным исполнением исполнено 187 тысяч производств на сумму 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Это в абсолютной цифре на 25 тысяч производств больше, чем в 2014 году. 25 тысяч производств, если брать сумму, мы взыскали на миллиард рублей больше. На миллиард рублей. Думаю, эта сумма не маленькая, учитывая то, что значительная часть из нее поступает в бюджетную систему. Если касается бюджетной системы, то нами взыскано фискальных платежей порядка на миллиарда 700 миллионов рублей. Примерно миллиард в федеральный бюджет и 652 миллиона в консолидированный бюджет республики. Суммы не маленькие, поэтому мы вносим свой вклад, думаю, серьезный вклад, и формирование бюджетной системы, и вообще формирование обеспечения законности на территории нашей республики. Это сейчас, получается, больше 2000 дел на пристава, выходит? Да, сейчас я так быстро не подсчитаю, сколько выходит на одного, 2000, нагрузка. Но я скажу, по ежедневной нагрузке на одного пристава-исполнителя, если в прошлом году один пристав в день возбуждал где-то 4,7 производства, то в этом году по возбуждению мы уже вышли на цифру 8 производств в день по возбуждению, а по окончанию фактам в прошлом году пристав оканчивал где-то 3,4 производства, сейчас 4 производства в день. Фактическим окончанием оканчивает один пристав. Это учитывая специфику нашей республики, когда северные районы работают под маленькой нагрузкой, а город Якутск, Нерюнгри, центральные районы работают с еще большей нагрузкой. У нас в этом году очень большая нагрузка в западных районах. Это Сунтарские, Нюрбинские, Верхневилюйские районы, где пристав ежедневно возбуждает до 15-16 производств в день, и оканчивает там уже под 8 производств ежедневно. Если мы с такой нагрузкой будем работать в каждом районе, в каждом подразделении, я думаю, мы наши результаты еще больше увеличим. В принципе-то получается, что сказывается это сокращение, при такой нагрузке? Как я уже сказал, количество исполнителей мы не сократили. Мы сократили аппарат и количество помощников приставов. Это очень важно. Помощники занимались чем? Они занимались в основном регистрацией исполнительных документов поступающих, а их поступает все больше. Соответственно, этот фронт работы, регистрация оказалась тоже на приставах-исполнителях. Конечно, занимает их время. Но здесь служба в каком направлении двигается? Электронное взаимодействие. То есть документы налоговые
уже с прошлого года в полном объеме поступают в электронном виде, и на их регистрацию не надо время тратить. Да? Значит, а с 1 декабря 2015 года мы перешли на электронное взаимодействие при получении документов с ЦАФАП ГИБДД, который дает очень большой вал, да? Очень большой вал документов. Ну да, конечно, там и видеокамеры, и да. все. Ну, ЦАФАП это в первую очередь это вот автоматическая фиксация. Да, это, конечно, очень большой. Ну вот, наверное, многих интересует вообще, в принципе, нововведение в работе приставов. Вот, Новый год ознаменовался, в том числе заявлением о новых способах взыскания долгов. Ну, это прежде всего ограничение в права пользования автотранспортными средствами. Вот об этом, может, поподробнее расскажите нашим зрителям. С 15 января вступил в силу федеральный закон номер 340, в соответствии с которым пристав получил право выносить постановление о временном ограничении специального права, да, под которым имеется в виду право на управление транспортным средством. Транспортное средство – это не только автомашина, это и мотоцикл, квадроцикл, мопед, воздушное судно, речное судно, самоходная техника, допустим, трактор. Да? Значит, по отдельным категориям производств, таким как производство взыскания алиментов, по взысканию морального вреда, ущерба, причиненного преступлением, вреда, причиненного здоровью, да, вреда, причиненного в связи со смертью кормильца, ну, еще по ряду категорий исполнительных производств, пристав вправе вынести такое постановление, да, ограничить гражданина в управлении транспортным средством. При этом сумма задолженности по этим категориям производств не должна превышать 10 тысяч рублей. Значит, кроме того, если должник, управление транспортом для должника является единственным легальным источником, да, его дохода, в этом случае также пристав при получении подтверждения, да, данного факта также не вправе выносить данные ограничения. Ну, еще есть ряд, да, оснований, когда пристав не вправе, да, вынести. Но мы примерно проанализировали, да, там порядка 10 тысяч может подпасть граждан, да, под действие данной нормы, и уже начали применять, да, уже буквально. Значит, с первых дней были вынесены первые постановления о временном ограничении. В случае, если гражданин не будет соблюдать данное постановление и будет продолжать управлять транспортным средством, в этом случае уполномоченный орган, в частности ГИБДД, вправе составить протокол по новой статье 17.7, в соответствии с которой гражданин может быть привлечен к ответственности административной, значит, обязательной работы, да, либо лишение права, да, на управление транспортным средством на срок до 1 года. Ну, про должников мы еще, конечно, поговорим. Хотелось бы поговорить, наверное, больше о взыскателях. Да, и что ожидать вот взыскателю от действий судебного пристава, как себя вести, я имею в виду, какие действия должен произвести пристав прежде всего? Ну, наверное, контрольный, может быть, понять, работает пристав, не работает пристав и так далее. В соответствии с законом об исполнительном производстве, в первую очередь, пристав должен работать с денежными средствами должника. Сегодня, благодаря новым формам работы, у нас очень развито электронное взаимодействие. Во-первых, с структурами органов власти, которые обладают информацией об имуществе должника. Это ГИБДД по транспорту, да? Росреестр по недвижимому имуществу. Ну, естественно, это банки. У нас отличное взаимодействие с двумя основными банками республики. Это Сбербанк и Алмаз-Регионбанк. Ну, и остальные крупные банки также включены в систему обмена информацией. Пристав, значит, удаленно, да, в электронном виде выявляет счет должника, и при наличии там средств, значит, арестовывает эти средства. Ну, они сразу же перечисляются, да, на депозитный счет и далее уходят уже на счета взыскателя. Вот таким образом, да, путем электронного взаимодействия мы сегодня оканчиваем порядка 55% производств. Это очень серьезно. Значит, если бы этого не было, соответственно, конечно, у нас были бы сложности, да, с достижением наших показателей по доле фактического исполнения. Значит, в любом случае, да, как только производство возбуждается исполнительное, да, автоматически у нас программа рассылает запросы, да, в эти органы, которые я назвал, да, которые занимаются регистрацией имущества, да, и в банки. Значит, и эти запросы дублируются, повторяются ежеквартально. Да. При поступлении положительного ответа пристав незамедлительно анализирует их и, соответственно, выносит, да, необходимое постановление для того, чтобы взыскать задолженность. А вот, ну, с какими проблемами, может быть, сталкивается судебный пристав основными при своей работе? Может быть, там злостное сокрытие имущества, денежных средств там, и так далее? Да, проблем при такой нагрузке, конечно же, много.
Проблема номер один, наверное, да, вот почему приставам-исполнителям, да, было проще работать в советское время. Потому что граждане 99% имели место работы. Ну да. Пристав, или пристав удерживал из заработной платы должника. Да? Сегодня мы также в электронном виде, благодаря взаимодействию с пенсионным фондом, выявляем место работы должника. И если оно имеется, выносим постановление об удержании. Да? Либо из заработной платы, либо из пенсии, если должник пенсионер. Ну, однако, что показывает статистика, да, мы выявляем место работы только по 30% должников. Вот такая вот пугающая, да, негативная статистика. Да, негативная, получается, что остальные должники либо не работают в силу разных причин, либо, как правило, работают нелегально. А мы в силу действующего законодательства работаем с легальными доходами и с легальным имуществом должника. То есть в этом случае, по большому счету, значит, мы никаких законных методов, да, значит, взыскания из дохода должника не можем применить. Значит, ну, кроме того, понятно, люди очень многие, да, сегодня уклоняются, злостно уклоняются, да, от исполнения, значит, судебных решений актов полномочных органов. Да. В частности, вот мы сегодня говорили о новой мере, да, воздействия, принуждения, временное ограничение права на управление транспортом. Да. Многие после вынесения судебных решений, да, значит, тот же транспорт переписывают на родственников, друзей, фактически продолжаем им управлять, однако он зарегистрирован на другое лицо. Соответственно, юридически мы не можем уже в отношении него применить меры взыскания. Да? Значит, эта мера будет хорошо работать в отношении именно таких должников, хитрых, да, в кавычках. Ну да, собственно говоря, куда деваться-то, конечно. А вот, ну, до этого, вот сейчас недавно ввели такое, ну, скажем, экстраординарное решение, да, ограничивать водительское удостоверение граждан. До этого было тоже такое, ну, как мне кажется, действенное, да, это запрет на выезд за границу. Ну, не знаю, сейчас, может быть, с экономическим спадом там не такое действие, но вообще вот в 2014, в 2015 там эффективно оно было использовано? Да, это очень эффективная мера, да, эффективность ее именно растет из года в год. Значит, в 2015 году мы ограничили в праве на выезд за пределы Российской Федерации порядка 11,5 тысяч должников. Естественно, мы по всем выносить не можем, да, там, опять же, свыше 10 тысяч, да, должна быть задолженность. Тем не менее, да, по категориям социально значимым, таким как алименты, да, ущерб, причиненные преступлениями, значит, судебное, да, административное постановление в отношении злостных нарушителей по ГИБДД, как правило, совершенное в пьяном состоянии алкогольного опьянения, да, значит, там мы стараемся применять, да, допустим, должники по уголовным штрафам у нас, как правило, на 100% ограничены, да, в праве выезда. Эта мера эффективная, и если вот конкретно смотреть, да, сколько взыскивается по должникам, да, по которым мы вынесли постановление об ограничении, эта сумма растет из года в год, сегодня уже составляет там, серьезные десятки миллионов рублей. Ну, естественно, нам не надо забывать, и мы не забываем о классической мере, да, принуждения – это арест имущества. Арест имущества. Значит, там, где мы выявляем недвижимое имущество, да, значит, транспортное средство, естественно, это серьезно влияет, да, и в том числе и морально, да, психологически на должников, и понуждает их, да, исполнять решения. Ну и, естественно, пристав обязан выходить по месту жительства должника, изучать его имущественное положение, и при наличии имущества, которое можно арестовать, которое является, в принципе, ликвидным, да, значит, соответственно, арестовывать и передавать на реализацию, да, уже в органы, на оценку независимую, да, и на реализацию в органы Росимущества. А вообще в дальнейшем, как бы, ну, на сегодняшний день в законопроектах, может быть, какие еще вообще идеи есть? Да, служба на месте не стоит. Центральный аппарат постоянно анализирует, в том числе и опыт зарубежных государств. Да? Это новая мера ограничения права на управление, она была, по сути, заимствована. Она применяется в ряде стран СНГ, в частности, Беларуси, и в ряде зарубежных стран. Значит, анализируется опыт зарубежных стран. Служба в этом году вошла, значит, в ассоциацию, международную ассоциацию исполнителей. Да? Значит, вот сегодня что предлагается? Буквально, может, в этом году уже будет обсуждаться. Да? Опять же, должникам по отдельным категориям производств, это, опять же, алименты, значит, ущерб, причиненный преступлениями, и должники по платежам в бюджетную систему. Да? Такие социально значимые. В том числе по налогам. Да, значит, запретить этим должникам, да, по этим категориям получать ряд государственных услуг. В частности, значит, регистрация транспортных средств, получение водительских прав, да, ну и там связано с регистрацией товарных знаков. Да? Вот есть такое предложение. Уже проект Минюстом России подготовлен, сейчас будет обсуждаться, ну, возможно, и будет реализовано.
Ну и в дальнейшем какие-то, значит, да, дальнейшие меры, новые меры принуждения, конечно, уже обсуждаются, и по мере обсуждения, да, на нашем уровне будут выноситься уже на обсуждение общественности. Ну, вообще, вот эта категория, да, алименты и налоги, там, платежи в бюджет различные, они являются такими, ну, наиболее внимание государства, в том числе вашей службы, как бы прикованным, да. То есть, получается, с каждым годом все жестче и жестче требования и так далее. А вообще процент, ну, платежей растет по вот этим категориям граждан, именно вот по этой, если смотреть? Да, значит, для нас эти категории являются, да, первостепенными, и, соответственно, им уделяется значительное внимание. Процент взыскания по ним, конечно, увеличивается. По алиментам остаток ежегодно сокращается, производство, которое находится на исполнении. Да, сегодня он составляет чуть более 5000 производств. Я думаю, если сравнивать с другими террорганами, да, и в пересчете на количество населения, это нормальный остаток, да, нормальный остаток. Значит, все меры мы применяем по должникам, по алиментам, да. Значит, каждое производство по алиментам является для нас как, ну, индивидуально, да, основным. Это мы требуем от приставов-исполнителей. Значит, вот по приставам, которые работают по алиментам, мы снизили по ним, значит, нагрузку, да. У них в производстве, вот мы сегодня говорили, да, в среднем у нас где-то 2000 производств на пристава, да, даже более получается, да. Даже более, значит, да. На пристав по алиментам у нас 300 производств, чтобы была возможность работать с каждым производством, ежедневно с каждым производством. Благодаря этому, значит, остаток снижается. Значит, по налогам, да, ну, ситуация, естественно, непростая, да, экономическая, и у юридических лиц, да, и у граждан, тем не менее, да, значит, суммы, которые взыскиваются, они значительные, планы, поставленные перед нами, мы выполняем, и с каждым годом эти планы все более и более растут. Тем не менее, мы справляемся с нагрузкой именно по налогам и свою работу делаем. А вот количество производств, которые, ну, может быть, закончилось неисполнением, ну, как таковым, либо отсутствием должника, либо невозможностью исполнения, да, допустим, каким-то другим причинам. Да, закон позволяет оканчивать и прекращать производство по другим основаниям. Значит, ну, во-первых, объективные основания, да, такие как смерть должника, да, банкротство юридического лица. Да. К сожалению, сегодня эти факты, они... Растут. Да. Вы, как адвокат, прекрасно знаете, да, ситуацию. Да, растут. Значит, ну и акты о невозможности взыскания, когда пристав убедился, что исполнить решение невозможно, допустим, в отношении физического лица, да, пристав обязательно должен выйти по месту жительства должника, увидеть этого должника, значит, убедиться, что имущество по месту проживания, да, которое можно реализовать, нет, да. В этом случае у пристава есть возможность, да, значит, есть право, значит, окончить производство актом о невозможности, да, взыскания. При этом взыскатель вправе, да, любое решение пристава обжаловать в судебном порядке, либо даже после возвращения ему исполнительного документа окончанием актом о невозможности, да, вправе через полгода вновь подать, да, на исполнение. И пристав вновь проведет всю ту работу, которую проводил, вновь изучит имущественное положение, вновь выйдет в адрес должника. Ну, все же может измениться через полгода, конечно, или там через некоторое время, да. Вот такие права у взыскателя есть, и взыскатель вправе ими воспользоваться. Еще одна категория, ну, наверное, взыскателей, которую бы хотел бы затронуть, это взыскание по исполнению предоставления жилья. Это дети-сироты, там, погорельцы, ветхоаварийное жилье и так далее. Как исполнение решений? Вот одно время, я помню, достаточно даже, ну, может быть, не скандал, но такая серьезная ситуация сохранялась, да, с этой категорией. Сейчас как вот на 2015? Да, вы правы, Павел, это одна из самых сложных категорий исполнительных производств в силу того, что это бюджет. Значит, количество, во-первых, это бюджет, во-вторых, мы прекрасно знаем, какой объем ветхого аварийного жилья в республике сегодня существует. Да? Значит, сегодня в основном исполнение по этой категории идет благодаря программе переселения из ветхого и аварийного жилья, на которую выделены серьезные финансовые средства федерального бюджета. Значит, в течение года у нас на исполнении находилось порядка 700 таких производств, значит, из которых значит, большую часть нам удалось окончить, да, в этом году, ну, по разным, да, основаниям. И, значит, где-то, наверное, четверть фактическим исполнением. Да, это по этой категории, в принципе, нормальный процент. Конечно, нам хотелось бы больше, да, но будем объективны, да, даже, значит, в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека, да, по таким категориям производств, значит, разумным сроком считается срок где-то до 12 месяцев, да. Значит, то есть даже по европейским, да, меркам. Поэтому мы, понимая эту ситуацию, да, главное здесь что? Главное, чтобы действия, да, планируемые администрацией муниципальных образований были прозрачными, да, чтобы граждане видели, когда, кто и где
значит, ну, будем говорить конкретно, да, получит конкретное, да, жилое помещение, когда будет исполнено решение и каким образом. Если гражданин, значит, видит эту прозрачность, понимает ее, то тут конфликтной ситуации уже и не будет, наверное, да? Ну да, конечно. Если он видит, даже если он что он через 2 года реально получит конкретное метраж жилья, да, то уже часть вопросов снимается, да? Может быть, его отзовет уже у нас исполнительный документ. Такие случаи-то есть. Значит, но в отношении органов местного самоуправления наши, скажем так, возможности четко указаны в федеральном законе об исполнительном производстве. Да, значит, здесь что мы можем? Штрафовать. Значит, ну и по большому счету, да, взыскивать исполнительский сбор и, значит, привлекать к административной ответственности, что мы и делаем. Но надо понимать, да, значит, органы местного самоуправления тоже связаны своими бюджетными возможностями. Бюджетный кодекс тут, конечно. Возможностями. Поэтому здесь они, во-первых, должны грамотно планировать и открыто, прозрачно работать с взыскателями. Ну, не так много времени остается, чуть меньше 5 минут. Злостное уклонение от исполнения решения суда. Какова статистика сегодня переданных, может, возбужденных уголовных дел? Может, кто-то доведено до суда, может быть, окончилось приговором? Вот что-нибудь есть по этой информации? Да, вы задали для нас сложный вопрос. Да? Статья 315 Уголовного кодекса, да? Злостное уклонение. Это весьма сложная статья. По ней возбуждается малое количество дел. В этом году, к сожалению, нам удалось возбудить в 2015 году, да, всего 2 уголовных дела. Значит, когда граждане уклонялись от исполнения судебных решений, и нам удалось доказать, 2 дела переданы в суд, пока по ним приговоры не вынесены. Значит, такая практика есть. Ежегодно несколько дел возбуждается. Я надеюсь, что в этом году нам эту статистику удастся, значит, увеличить, да, и там, где действительно присутствует случай злостного уклонения, мы добьемся, да, привлечения уже преступника, можно сказать, да, к уголовной ответственности. Тут связано, конечно, с очень такой проблематикой доказывания умысла и так далее. Да. Понятно. Да. Сложная категория дел, это действительно. Но, тем не менее, есть какие-то результаты. Это, в принципе, хорошо. Вопрос, наверное, многие телезрители, радиослушатели, думаю, взыскатели, опять же, интересуются, что делать, если пристав не работает. Тут есть, допустим, у него исполнительное производство, вот нету понимания вообще, на каком этапе исполнительное производство, что делать и куда, наверное, пожаловаться на пристава наиболее эффективно. Пожалуйста, может быть, этот вопрос. Здесь, наверное, речь нужно вести не только о жалобах на судебного пристава, но в целом, да, значит, получить любую информацию об исполнительном производстве. Значит, каналов много. Естественно, я рекомендую сначала обратиться к приставу-исполнителю, который ведет производство, значит, далее к старшему судебному приставу, начальнику отдела. Если вопросы уже сохраняются, действительно уже перерастают в разряд жалоб, обращаться уже в аппарат управления Лермонтова 25, да? И вплоть до личного приема мной, да? Личный прием осуществляется еженедельно по четвергам. Значит, сегодня мы определили в каждом отделе контактные телефоны, они размещены на нашем сайте, да, в крупных отделах по 2 телефона, по которым стороны исполнительного производства могут получить информацию об исполнительном производстве общую, да, значит, кто пристав, который занимается производством, номер его телефона, значит, может быть, там размер суммы долга, который остается, да, и может быть, какие меры приняты, да, общего характера. Значит, мы полностью открыты, да, для работы с гражданами. Значит, в ближайшее время мы организуем работу колл-центра, чтобы доступ был, да, более организован, чтобы мы стали более доступными. Да. Есть наш ресурс, банк данных исполнительных производств. Я призываю всех граждан пользоваться им, да, где каждый может зайти на него и просто ввести фамилию, имя, отчество или название юридического лица и посмотреть, да, какие производства в отношении этих субъектов есть у нас на исполнении. И главное, кто пристав. И телефон тоже. Да, и кто пристав, и телефон там указан. Да? Значит, кроме того, есть личный кабинет на нашем сайте. Вот, для тех, кто зарегистрирован на сайте госуслуги, да? Там информация еще более развернутая. Также призываю пользоваться этой возможностью. Да? Значит, и недавно появилась возможность в электронном виде на сайте записаться на прием приставу, да, на конкретное время, да, чтобы не отстаивать, да, не терять время в очередях. Значит, а мы работаем в силу нашей специфики именно в живой очереди, да, заранее записаться и прийти на прием, тогда у пристава есть возможность подготовиться, да, и дать более развернутую информацию. Ясно. Спасибо большое, Алексей Артамонович, за такой подробный рассказ, за то, что пришли. Надеемся и увидеть вас в этой студии еще раз неоднократно. Спасибо, Павел, за приглашение. Друзья, на этом все. Спасибо вам за внимание. Нашу передачу в любое время вы можете посмотреть на nvkonline.ru. Всего вам доброго. Следуйте букве закона. До свидания.